потому что сейчас армянское государство, по сути, не предпринимает никаких прямых шагов, которые могли бы позволить добиться освобождения не только Рубена Вартаняна, но и других армянских пленных, которые сейчас находятся в Баку. Там продолжается судебное разбирательство. Сегодня буквально стало известно о том, что Бакинский военный суд потребовал пожизненное заключение по части Рубена Вартаняна. Он обвиняется по самым тяжелым статьям, в том числе и терроризм. Но, как я сказал, Республика Армения, армянские власти, по сути, сейчас никак не обсуждают с Азербайджаном прямо возможность освобождения Рубена Вартаняна. Есть, конечно, заявление о том, что ведутся какие-то процессы, но во всяком случае вопрос пленных не является в числе приоритетных в переговорном процессе между Ереваном и Баку. Армянская оппозиция заявляет о том, что Армения должна обратиться к посредникам, в первую очередь к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, с тем, чтобы он помог добиться освобождения Рубена Вартаняна. Рубен Вартанян в бакинской тюрьме. Сегодня его семья выступила со специальным заявлением, в котором говорится о том, что Рубен Вартанян все равно поддерживает карабахское движение, все равно считает, что то, что он приехал в Нагорный Карабах в какой-то момент, является правильным решением, что Карабах был, есть и будет. Это прямая цитата из заявления семьи Рубена Вартаняна. Я напомню, что Рубен Вартанян приехал в Нагорный Карабах несколько лет назад, занял пост министра, однако в какой-то момент у него случились распри с тогдашним руководством Нагорного Карабаха, он покинул должность министра, однако не уехал оттуда до событий 23 года, когда армянское население покинуло Нагорный Карабах, однако Рубену Вартаняну, бывшему руководству Нагорного Карабаха, сделать это не удалось.